Аллах Субхану ва Тааля создал нас для поклонения Ему. Аллах говорит в Коране: «Вама халакталь джинна валь инса илля лиябудун». Поясни, люди и джинны не были созданы ни для чего, кроме как для поклонения. И под поклонением подразумевалось не только то, что мы считаем за поклонением, такие как намаз, ураза, хадж, но любое действие, которым доволен Аллах Субхану ва Тааля, оно является поклонением. Совет брату-мусульманину – это поклонение. Улыбка на лице брата-мусульманина при встрече является поклонением. Насихат брату-мусульманину является поклонением. Подать ему, помочь в чем-то является поклонением. Это то, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля и за что будет вознаграждение и его довольство. Поэтому мусульманин должен задавать себе вопрос. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поощрял своих сподвижников к этому вопросу, что мы сделали для ислама. Мы себе должны задавать этот вопрос, что лично я сделал для религии Аллаха Субхану ва Тааля, что я лично сделал для возвышения религии Аллаха Субхану ва Тааля. Что я сделал? То, что я живу отдельно, читаю намаз, воспитываю своих детей, хорошо, а для ислама ты что сделал? Аллах Субхану ва Тааля дал нам аманат, дал эту религию, дал эту возможность, ни'ма. Что мы сделали для этой религии? Что мы сделали для ислама, для дома Аллаха Субхану ва Тааля? И это важно. Мы должны... Инерция сегодняшней уммы. Мы каждый занимаемся своими делами, дуня. Я читаю намаз и считаю, что я уже сделал все, чтобы достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Но посмотрите на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотрите, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал. То есть человек должен задавать себе вопрос, что я могу сделать для возвеличивания уммы, для помощи умме, помощь исламу, помощь этой религии. Кто-то может сказать: я могу быть ученым, у меня есть возможность предрасположенных к знаниям, я буду учиться и учить этой религии. Другой может сказать, что я не могу учиться, у меня нет времени, но у меня есть предрасположенность зарабатывать деньги, я буду тратить деньги на пути Аллаха, чтобы возвеличивать эту религию, помогать этой религии. Кто-то может сказать, что у меня нет денег, и у меня нет предрасположенности к знаниям, но я могу просто, те книги, которые издаются на деньги мецената, я буду раздавать их. Третий может сказать: я не могу раздавать, но я могу призывать к этим. Но каждый человек должен найти в себе возможность, причину помочь этой религии. Получить через это довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Ошибается тот, что человек, который ничего не делает ради религии, получит довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: товар Аллаха дорог. Товар Аллаха, не пытайтесь выкупить его за дешевку, за бесценок. Я намазы читаю кое-как, вовремя проснусь, почитаю, не проснусь, прочитаю. Захочу дать садака, дам, не захочу, не дам. Могу делать уразу, буду держать, есть таравих, пойду. Рай так не заработается. По дешевке мы рай не получим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: товар Аллаха дорог. Товаром Аллаха является рай. Почему мы пытаемся, мы не китайскую вещь на рынке, мы получаем довольство Аллаха Субхану ва Тааля и вечное наслаждение в раю. А эти вещи, они за бесценок не даются. Поэтому человек должен задавать вопрос, что он делает ради ислама, что он делает ради религии Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не нуждается в помощи. Аллах самодостаточен. Вопрос, мы нуждаемся в этом. Что мы сделали в помощь Аллаху Субхану ва Тааля для распространения той милости, которую Аллах Субхану ва Тааля нам оказал. И в этом вопросе нет понимания, большого или малого. Человек построил 10 мечетей. Ты можешь маленькое что-то сделать и достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Важен не результат в физическом, а наше старание, наше намерение. Два примера. Два примера того, что люди сделали немного по нашим меркам, но тем не менее Аллах Субхану ва Тааля возвеличил их. В первое время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, была старая женщина, чернокожая. Она несколько раз в неделю приходила, убиралась в мечети. Не за деньги, просто приходила, мечеть пророка, раньше были 4 стены сверху, пальмовые ветки и мелкий камушек в виде щебенки. Она что-то убирала, чистила, приходила несколько раз в неделю. По мере возможности убирала дом Аллаха Субхану ва Тааля. Это была ее помощь религии Аллаха Субхану ва Тааля. Помощь в очищении дома Аллаха Субхану ва Тааля. Помощь мусульманам, чтобы они молились. Что она могла? Она не построила эту мечеть.
Она не была ученой, она не была там, впереди армии шла или была богатым меценатом, хотя были и такие. Она была просто какой-то бабушкой, чернокожей, иногда приходила в мечеть. И однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ее не увидел. Спросил, где она? Она сказала, она умерла. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, субханаллах, почему вы мне не сказали об этом? И сподвижники сказали, она умерла ночью, и мы не стали вас будить. В то время, как бы, это сейчас вот, человек умер, через день, через два можем похоронить. Тут вот она умерла и сразу похоронили ночью. И они посчитали, что ну, какая-то бабушка, то есть она недостойна, если бы умер Абу Бакр или Умар, скорее всего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разбудили бы, а тут его не стали беспокоить из-за этой бабушки. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, покажите, где она находится. Где она была похоронена. Он пришел и почитал намаз за эту бабушку. То есть перед Аллахом нету. Для нас это кажется небольшое дело, она просто убиралась в мечети. Но перед Аллахом ее положение было высоким. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пошел и прочитал за нее джаназа намаз. Она что-то сделала ради Аллаха, она что-то сделала ради религии Аллаха, субхану ва тааля, и Аллах ее возвеличил. Другой случай был из истории ислама. Приходит про одного царя, который решил построить мечеть. И решил его построить лично на свои деньги. И он запретил вообще кому-то вкладывать деньги. Все, полностью строится на мое имущество. Вообще никто ничего не приносит, ничего не дает. Все строится на мое. И поставил ляху такую табличку. Она строится от имени такого-то Малика. Все строится, рабочие, все за счет этого царя. И царь видит во сне сон, что спускается ангел, стирает имя этого царя и пишет имя одной женщины. Просыпается, думаю, Салташу, наверное. То есть, хорошо, забыл. Ну, посмотрел, егошнее имя также по-прежнему написано на этой дощечке. Во вторую ночь он опять видит этот сон. На третью ночь опять видит этот сон. И же говорит, это не просто так. И он запоминает имя этой женщины. И вызывает своего визиря и говорит, найдите мне эту женщину. И буквально в короткие сроки эту женщину находит. И он эту женщину зовет и говорит, что ты сделала для строительства этой мечети? Она говорит, я бедная бабушка, у меня денег нет, тем более вы запретили, я вообще ничего не делал. Вы же конкретно запретили, никто не может ничего им принести. Я ничего не делал. Царь говорит, нет, вспоминай. Я точно знаю, ты что-то сделал для строительства этой мечети. И бабушка говорит, единственное, говорит, то, что я сделала. Я проходила и увидела лошадь, которую использовали для переноски вот кирпичей, камней. Ее мучила жажда. То есть строители ее не обратили внимания, что лошадь хочет пить. То есть она целый день работала, и бабушка говорит, я увидела на ее лице следы жажды. И я в удалении увидела ведро, залила воду и принесла и напоила эту лошадь. И в этом случае царь осознал. Он говорит, ты это сделала ради довольства Аллаха субханаху тааля. Она не заплатила за строительство, не заплатила за кирпичи. Она просто напоила лошадь, которая работала при строительстве этой мечети. И сделала это ради Аллаха субханаху тааля. Что же касается меня, говорит, я не делал это ради Аллаха. Я делал это для того, чтобы меня все возвеличили, что вот эта мечеть построена таким-то Маликом. И он говорит, стерите мое имя и напишите имя этой женщины. Вопрос не в том, сколько мы поможем религии Аллаха, с каким намерением мы это будем делать. Но тем не менее, каждый из нас должен задаваться этим вопросом. Что мы сделали для возвеличивания этой религии? Аллах возвеличивает. Аллах любит, когда мы относимся к этому. Даже два примера из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что человек сам возвышен, и он видит в возможностях возвышенное. Раби ибн Кааб, 13-летний мальчик, который нуждающийся, нищий, находился рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, всегда. Даже приводит то, что он спал около его двери, чтобы, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выходил, чтобы он просыпался, чтобы, не дай Бог, он ушел, не разбудив рабья. И однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брал тахарат, он приносил воду, помогать ему в омовении. И один раз, когда он подливал ему воду, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Раби, проси. Проси, что хочешь. Вот 13-летнему мальчику, есть сыновья, внуки, вот спросить, вот что ты хочешь, спроси меня. Что скажет ребенок?
То есть что-то мирское, правильно, там, велосипед, там, машину, там, не знаю, машинку, что-то другое. И он говорит, я Расулуллах, да, я подумаю. И через определенное время пришел и сказал, я Расулуллах, я хочу быть с тобой вместе в раю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, может, он стесняется, говорит, ты точно это хочешь? Да, говорит, я Расулуллах, я хочу вместе с тобой быть. Хорошо, он говорит, возможно, он стесняется попросить что-то мирское. Что еще хочешь? Проси еще. А мы знаем, дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если он попросит, Аллах отвечает. Попросит быть богатым, будет богатым. Были сподвижники, которые просили, я Расулуллах, сделал дуа, чтобы все мои дуа принимались. Его дуа принимались, пророк просил за него. То есть проси, давай, что-то еще. Он говорит, нет, только это. 13-летний мальчик просит, чтобы он был вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе. И пророк переспрашивает, говорит, тебя кто-то научил этому? Говорит, нет. Я просто подумал, говорит, если я у тебя попрошу одежду, она истлеет со временем, то есть постареет, порвется, а быть с тобой в раю, это у меня никто не заберет, это будет со мной вечно. И он выбрал это. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже, хотя он мог просто понять, попросить за него, он сказал, тогда помоги мне количеством суджудов. То есть больше делай саджда, больше делай намаз. И ученые говорили, сподвижники, что после этого мы видели его либо в рукуе, либо в суджуде постоянно. То есть он всегда был из тех, кто читает намаз. То есть вот 13-летний мальчик, Аллах дал он вот эту возвеличенность, да, вот желание чего-то великого. И другой случай. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был вместе со сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в пустыне. И они зашли в гости к одному бедуину. И бедуин, как это принято среди бедуинов, оказал почет гостю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда будешь в Медине, найди меня, зайди ко мне. То есть это опять же качество благородных людей. То есть когда нам оказывают какую-то милость, мы где-то у кого-то в гостях, мы говорим, если будешь у нас в Казани, обязательно навести меня. Дай мне возможность также оказать тебе гостеприимство. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как будешь в Медине, найди меня. И было время, этот бедуин оказался в Медине и пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил ему, проси, что ты хочешь. Аналогично, да? И бедуин сказал, мне нужна верховое животное. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хорошо, дайте ему осла. Еще что-то хочешь? Он говорит, рабыню. Хорошо, говорит, дайте ему рабыню. Третью возможность. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, еще возможность. Ну, проси. Еще что надо? Собака, говорит, нужна. Пасти овец. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты даже не в состоянии быть даже как старуха из Бану Исраиля. У тебя возможность, проси, скажи, о Аллах, сделай моих детей праведными, о Аллах, сделай их учеными, о Аллах, сделай меня из обитателей рая. Ну проси, у тебя возможность есть. Осла, рабыню и собаку. Он говорит, у тебя, говорит, мозгов нету, даже как у старухи из Бану Исраиль. И потом приводит, говорит, случай, что за старушка? И говорит, когда Муса, алейхиссалям, уходил, ему было приказано уйти с народом, люди из Бану Исраиль сказали, когда Юсуф, алейхиссалям, пророк, сказал, если вы будете уходить, заберите мое тело с собой. И Муса, алейхиссалям, говорит, хорошо, давайте, где тело? Выкапываем, уходим. Говорит, мы не знаем, кроме одной бабушки. То есть вот у нас есть древняя старая бабушка, только она знает, где похоронено тело этого пророка. Он говорит, хорошо. Приходит к бабушке, говорит, скажи, где находится. Бабушка говорит, я скажу, говорит, при условии, что ты сделаешь дуа за меня, чтобы я с тобой вместе в рай зашла. Муса алейхиссалям говорит, ну ты мне просто место покажешь, и ты за это хочешь в рай? Ну, неравноценно. А бабушка говорит, ну я знаю, я не скажу, пока ты не делаешь дуа за меня. Муса алейхиссалям не сделал. Ему было внушено от Аллаха субхану ва тааля, чтобы он делал дуа за нее. И он сделал за нее дуа, и ей было обещано это. После чего эта женщина показала то место, где был похоронен этот пророк, его выкопали. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, у тебя даже акла, говорит, не хватает, как вот этой бабушки из Бану Исраиль, попросить у рая, говорит, ты просишь. И как часто мы вот в вопросах того, где спрятано довольство Аллаха субхану ва тааля, мы меняем это на мирское. Мы можем прийти, что-то сделать ради Аллаха субхану ва тааля и получить награду у Всевышнего, мы это продаем за бесценок. Ради похвалы в этой, чтобы тебя похвалили здесь, сказали тебе спасибо или еще что-то. Это вот то же самое.
То есть Аллах возвеличивает в зависимости от нашего намерения. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Аллах любит возвышенные и благородные дела и не любит низменные. То есть Аллах любит, когда мы делаем что-то ради Аллаха. Пусть это будет небольшое деяние, как уборка в мечети, как эта женщина. Либо та бабушка, которая напоила лошадь, но она сделала это ради ислама, ради Аллаха. Поэтому мы должны, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал нас к этому. Когда вопрос, известный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто сегодня участвовал на джаназа? Абу Бакр сказал: я. Кто сегодня постится? Кто сегодня посетил больного? Накормил нуждающихся? Абу Бакр говорил: я. Неужели вы думаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел похвалить Абу Бакра? Он так знал его положение. Цель его была побудить нас, сподвижников и нас, как мусульман, делать что-то ради этой религии, ради помощи для братьев мусульман. И это проблема сегодняшней уммы, даже проблема нашего джамаата. Банально, вот просто вот вопрос. Ифтар 250-300 человек. Таравих, мечеть полная, 250-300 человек. Когда мы хотим получать, мы приходим. После Рамазана попросили: братья, давайте, вот мы 30 дней, нам человек дал это здание безвозмездное пользование. Аманат у нас, давайте мы вернем его в чистоте. Пришли, дай Бог, человек 15-20. Альхамдулилля. Когда мы копали в школе, пришло 30 человек. Альхамдулилля. В сравнении с другими мечетями это много. Но в сравнении 250 и 30 это непомерно мало. И об этом ученые говорили, о том, что когда кушать, все сбегаются, но как только слышим звуки вынимающей сабли, никого не остается, все разбегаются. Когда мы хотим получать, на хлебнике нас много, нас 250-300, мечеть полная. Когда нужно немножко что-то ради ислама сделать, остаются единицы. Пусть Аллах воздаст и возвеличит эти единицы, но мы должны стараться. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жили, девизом их был аят Аллах субхану ва тааля, которым мы делаем дуа, когда режем курбан. Инна салата ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин. Поистине мой намаз и мой курбан. Инна салати ва нусуки ва махьяя, моя жизнь, ва мамати, моя смерть, лилляхи раббил аламин, для Аллаха, Господа миров. Можем ли мы сказать, что это является нашим девизом сегодня или нет? Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, доказали на своей жизни, на своем примере, что это было их девизом. Они оставили лучезарную Медину и разъехались в разные концы мира. Есть риваяты, кто-то говорит слабые, кто-то говорит, есть довод о том, что даже до Булгар сподвижники доходили. Аллаху алям. Это не важно. Мы поверим, что они могли доехать, в этом нет сомнений. Сподвижники, если уже они до Дагестана доехали, в принципе, до сюда. Тем не менее, булгары были мусульманами до Ибн Фадлана. То есть до нас уже мусульмане доходили. Кто-то пришел сюда, распространяя религию. Сподвижники доходили до Дербента. Мечеть, построенная с сподвижниками, находится в Дербенте. Они это делали ради Аллаха, ради возвеличивания имени Аллаха субхану, помогая этой религии. Сегодня мы готовы оставить насиженное место ради довольства Аллаха субхану ва тааля. Хорошо, это сподвижники, это лучшие из людей. Но сегодня есть примеры среди нас, людей, которые тратили усилия на пути Аллаха субхану, ради религии Аллаха субхану, Аллах возвеличивал их. Известный человек, возможно, кто-то еще не знает, Абдурахман ас-Сумейт из Кувейта. 29 лет человек занимался даватом. Был, если не ошибаюсь, врачом. Даже не столь важно. Один раз поехал в Африку, увидел положение тамошних мусульман и 29 лет занимался помощью. В итоге, просто вот для интереса, с его помощью, понятно, что он не на свои деньги строил, но через него. Это все было построено через его руки. И иншаллах, как мы сказали, мандаля аля хайр кафаали, кто указал на доброе, на хорошее, получит награду того, кто его совершил. То есть, если я указал на что-то и построили мечеть, мне запишется, как будто я эту мечеть построил. Это возможность для нас. И вот этот человек, через него, через его усилия, вот эти 29 лет, было построено 5700 мечетей в Африке, 860 школ, 260 клиник, 4 крупных госпиталя, 36 институтов религиозных, 4 светских университета, 4 радиостанции, 3000 медпрограммы, 2000 учителей было обучено,
6 или 7 миллионов мусхафов Корана было издано и роздано в Африке. 9500 колодцев было построено. 95 тысяч студентов училось за счет вот этой хайрии. 840 школ Корана было открыто. 15 тысяч сирот находились на попечении этой благотворительной организации. И 204 исламских центра было построено за 29 лет. Это пример того, что человек сделал на пути Аллаха. Он просто начал, Аллах облегчил. И мы реально думаем, что мы, сидя дома, воспитывая своих детей, будем на уровне этих людей. Что мы делаем? Чем мы отличаемся от животных, по большому, которые тоже едят, спят и тоже воспитывают своих детей, которые Аллах им дает? Вопрос, что мы делаем для религии Аллаха Субхану ва Тааля. Повторюсь, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Товар Аллаха дорог. Товаром Аллаха является джанна, рай. Поэтому, если мы хотим получить этот товар, мы должны готовы заплатить дорогую цену. Поэтому каждый должен себе задавать вопрос, что он сделал ради ислама, что он сделал ради джамаата, ради мусульман, ради этой религии. И хоть чуть-чуть стараться что-то сделать, чтобы положить вот в эти весы задел для себя в судный день. Ва ахулу хауля хада ва астагфируллах ва атубу илейх ва акимус салат.